будете ехать, имейте в виду, что эта стела Москва-Владивосток находится перед Новобурейском. Проехали мост, и сразу же эта стела. Мы чуть не пролетели мимо. Я впервые здесь. Сейчас идем в билетные кассы и поедем в Китай. В общем, купили мы билеты. 6 тысяч рублей в одну сторону. 6 тысяч рублей. Тут будет 15 минут. 6 тысяч рублей. Туда-обратно 12. Ну все равно. 12 тысяч за двоих отдали, короче. И паромы ходят 4 раза в день. В 10, в 12, в 2 часа и в 16. Мы сейчас приехали, время примерно 1:30, а отплытие у нас будет в 4 часа. Нет никакой информации в интернете, расписания не нашла, стоимость билетов я не видела. Знали бы, не поехали бы в этот Китай, наверное. Так, ну вот здесь вот билетная касса, вот сюда заходите, а порт там. Благовещенский речной порт. Сейчас сходим, посмотрим, что там, как там, куда бежать нам через 1,5 часа. Стоим в очереди, ждем начала посадки. Где-то через минут 20 должен паром отплыть, а нас еще не запускают. Все, мы прошли, идем на посадку. Сейчас увидим, что там за катерочек такой. Я не знаю, может снимать, нельзя снимать. В общем, китайцы, говорят, достроили уже, а русские еще нет. Вот это другой декор, откуда мы обещали. Мы подплываем к вокзалу. Китайский паром отправляется за своими гражданами, потому что они чередуют рейсы. 4 часа русский паром, а это, видимо, в 5 часов. Там флаг российский, да? Да, российский флаг. 20 минут на пароме и минут, наверное, 10 на контроле. Мы в Китае. Хэйхэ. На входе сразу встречают зазывалы, таксисты, но мы идем пешком. Вот, кстати, это колесо обозрения, которое видно с того берега. Идем по парку. Он такой чистенький, зелененький. Мы в Хэйхэ. Забронировали гостиницу типа в центре города. Там 200 метров от центра города. Шли по отметке, отметка вообще не там. Спрашивали у прохожих на улице, нам помогли хорошо. Все-таки Хэйхэ такой более... Ну, здесь как-то все равно знают немножко русский язык. В общем, показывал адрес. Адрес неправильный. И по фасаду... Михаил. Стою на крыльце просто. И по фасаду, короче, ребята определили, показали, где наша гостиница. Сейчас я покажу, где она находится. Ну, короче, вот там какая-то улица. Мы сворачиваем. Сворачиваем на другую улицу и заходим в переулок. Заходим в переулок. Если бы не люди на улице, мы бы хер бы нашли бы это место. Потому что указан номер телефона. Ну, конечно, по-китайски никто не говорит. Роуминг у меня не включился. Вот, это наша гостиница. Я по фасаду узнала сразу, по вывеске. Вот такой вот у нас двор. И вот здесь вот мы живем. Тут фойе. Называется международная гостиница Сисин. Тут ресепшн. Девушка сидит. Wi-Fi у них есть. А на островке в описании ничего, ни слова про это не сказано. Такие вот вазы красивые украшают. И идем к лифту. Двери оттуда зашла. Вот здесь я выйду. Все дублируется на русском языке, что до 7 этажа. А двери закрываются, что до 7 этажа. Тут одни номера. Ну и расположение, где что. Выходим. 2 этаж. Здесь у нас пепельница. И идем. Везде указатели. То, что камера. 24 часа пишет с бесплатный Wi-Fi и не курить. Ну, такой... Ну, как это даже не отель, это просто не знаю, как назвать.
Ну, короче, ободренно, он такой усталый. Тут очень много коридоров. Ты идешь, и свет загорается. Вот, но мне в другую сторону. Ключи у нас электронные. Вот комната. Тут, кстати, звонок есть. Сейчас покажу номер. Короче, забронировала на островке. Двухместный, самый дешевый. Типа в центре города. Ни хрена он не в центре города. Тут очень сильно, номер очень сильно прокуренный. Тут пепельница везде. Я уже забыла, что они тут курят везде. Есть Wi-Fi. Это, кстати, в описании не указано, что есть роутер. Чайник, телек, где, естественно, все на китайском. Стол и окно, которое, я так полагаю, смотрит... Оно смотрит на стену. Да, это стена. Это стена какая-то. Вон там видно, что это стена. Короче, мы смотрим на стену, здесь что-то грязно. Просто жесть. Стена, стена, стена. Кровати одна двухспалка, а другая полуторка. Странно. И, по-моему, здесь прям, знаете, матрас такой жесткий. Но мы всего на сутки, поэтому это не критично. Ну и туалеты. Я уже забыла, что они такие бывают. За стеклом. Номер стоит 1200. В принципе, чтобы просто переночевать, я думаю, ну если вы курите, это норм. Потому что некурящему человеку здесь, конечно, находиться неприятно. Ходишь из номера, тут какой-то запасный выход. Запасной. И смотрите. Прям Китай, Китай. Зарядка на закате. Типичное развлечение для Китая. Собираются бабули, ну, все желающие, на набережной. Набережная Благовещенска не так ярко видна, как китайская сторона была видна вчера. И вот эти дома красные с иероглифами, которые вчера снимали. Вот они прямо передо мной. Закат красивый. К стороне тоже дом с красной подсветкой. И прям напротив этих красных китайских домов. Кстати, тут нет светофоров, ну, по этой набережной. Здесь просто люди переходят. Кстати, воздух здесь не такой плотный, как в Сане, но идет ароматы шашлычков, как то, что они готовят. Они прям витают сразу такие флешбеки китайской жизни. 12 лет назад уехала из Китая. И вот снова здесь. Пешеходная улица. Сейчас сходим, посмотрим, что там. Магазинчики, скорее всего, и кафешки. Центральная улица, пешеходная, торговая. Платье по реальной цене. 2 юаня. По ощущениям, туристов очень мало здесь. Ну прям, сейчас я видела чувака, с которым на пароме приплыли. Стал в телефон разговаривать. Подозреваю, что многие используют хэйхэ просто как точку въезда. И дальше ее тоже по стране. Потому что здесь людей, например, совсем крайне мало. Чайфаньки пустые стоят. Сейчас, по-моему, только 3 раз русских встретила. В Санья, я помню, блин, там, мне кажется, русских было больше, русскоговорящих было больше, чем самих жителей. А здесь нет. Да даже по пустым улицам это заметно. Сейчас сколько? 8 вечера. Торговая пешеходная улица, центр. А людей нет. Просто их нет. Люди все здесь. Вышла на ночной рынок. Тут едальня. Вот все тусят здесь. Не на торговой, а на там гейда.
Свернула с пешеходной улицы гостиница Адая. 哎，我就问你，你吃不吃吧？退着嘞，快醒的。